В течение 2 дней на базе СибГУ работала инновационная площадка, на которой представители молодежи Зауралья презентовали и защищали свои проекты. Молодежный форум ГДЛШ-2018 собрал под одной крышей активистов из Сибая, Абзелиловского, Учелинского, Баймакского, Зилаирского, Бурзянского, Зианчуринского, Хайбулинского районов и предоставил им возможность получить общественную и государственную поддержку, необходимые знания для реализации своих идей, найти единомышленников. Проекты, которые молодые люди представили на суд жюри, были весьма разнообразны и касались разных социальных сфер. В нашем городе существует такая проблема, то, что детям с ОВЗ, пенсионерам негде проводить свободное время, заниматься спортом или туризмом. Мы хотим приобщить пенсионеров, детей с ОВЗ именно к развитию этого спорта, возить их в походы, проводить экскурсии на конюшню. У нас запланирован поход на водопад Гадельша. Шорничество является народным ремеслом Башкортостана, но, к сожалению, за промежуток времени оно утратило свою актуальность, и люди совсем забыли о шорниках, об этом ремесле. Хотя сейчас ремесло снова входит в актуальность. Как бы в повседневности мы используем множество изделий из кожи. Сумочки, портмоне, ремни. Особо нас это касается, поскольку очень сложно найти качественную амуницию для лошадей. Из-за границы заказывать тяжело. Проект направлен на то, чтобы у нас есть детки, которые в трудной жизненной ситуации оказались. То есть у кого-то даже стоят в комитете по делам несовершеннолетних. То есть хочется таких детей объединить и направить их в сторону культуры, потому что в подростковых клубах дети очень хотят заниматься этим. То есть они поют сами по себе. Хочется все-таки более профессионально ввести занятия музыкой и тем самым добиваться хороших результатов. Наш проект – это зональный фестиваль волонтерского движения «Фабрика добра». Актуальность проблемы имеет в виду то, что у нас в городе, когда в декабре месяце проводился слет первых волонтеров, мы увидели, что у нас очень много волонтеров, которые друг о друге не знают. И поэтому появилась идея создать такой фестиваль зональный, привлечь сюда именно регионы ближайшие, потому что все-таки Сибай является столицей Зауралья, и хотелось, чтобы участие приняли в этом фестивале не только Сибай, но и наши ближайшие соседи. Суть этого проекта состоит в том, чтобы в дальнейшем, исходя из этого фестиваля, открыть школу волонтеров, чтобы была возможность обучать наших волонтеров, информировать их и, в общем-то, сплотить всех, собрать под одной крышей для более масштабных акций, проведения мероприятий и внедрения в массы, скажем так, волонтерского движения. Я представляю проект «Мобильное приложение для изучения башкирского языка». Он очень актуален, потому что сейчас в школах идет сокращение часов изучения башкирского языка, и чтобы заинтересовать детей, я решила, что это будет самый хороший способ, потому что сейчас дети все в телефонах, и это будет намного удачнее, чем разрабатывать какую-то методику. Все участники отметили хорошую организацию данного мероприятия, созданного как опорная площадка по методической и консультационной поддержке молодежных инициатив. По итогам 2 дней защиты авторами проектов, отмеченных жюри как победители, стали Камила Ахметова, Гулия Карачурина, Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Диева Наталья и Олеся Устинова. Именно они смогут презентовать свои задумки на республиканском форуме SmartTown, который состоится в Уфе в апреле этого года. Проекты, на самом деле, очень разносторонние, охватывающие самые разные направления государственной молодежной политики. Очень интересно, что проекты также связаны с культурной составляющей. Несколько проектов, которые связаны непосредственно с конным туризмом, с конным спортом, с развитием национальных традиций народов Республики Башкортостан. Сами по себе проекты очень креативные, и видно, что участники с душой подошли к их, собственно говоря, подготовке. Поэтому наиболее такие продуманные и хорошо оформленные проекты мы будем рекомендовать на региональный молодежный форум SmartTown. Со всеми остальными продолжим такую же системную работу по улучшению их заявок и, собственно говоря, по их участию во всероссийской форумной кампании.
К закрытию форума по выявлению и поддержке молодежных инициатив присоединились прибывшие с рабочим визитом депутат Государственной Думы Российской Федерации Зариф Байгускаров и глава администрации города Рустем Авзалов. В рамках мероприятия Зариф Закирович вручил удостоверение новым помощникам и благодарственные письма активистам города за содействие в осуществлении депутатских полномочий и участие в общественной жизни города и республики. Представители Сибайского института БГУ были отмечены благодарственными письмами администрации за оказание содействия в организации форума. Ринат Музафаров, Ирина Оренбургина, Али Кадыров, Ульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.